Я вышла по делам. Вот наша красивая улица. Солнечная погода, просто прекрасная, великолепное солнышко. Включила трансляцию, не знаю, что получится. Ну, пока дойду до остановки, хотя бы поснимаю стрим. У нас жарко, но утром и вечером бывает прохладно. Вот этот домик тоже красивый. Сосед наш построил. Жалко, что я не умею прерываться в стриме. Вот когда как видеозапись идет. Ну ничего, потом научусь. Я как-то в центре снимала трансляцию. Мне не понравилось качество вообще. Все дрожит, все мигает. Доеду до центра, а там видно будет. Кто-то один, наверное, кот Шкет. В общем, передаю привет всем своим друзьям, знакомым, кто меня знает, кто не знает, кто подписан, кто просто в гости зашел. Как я люблю широкие улицы. Весной будет красиво, будут цвести цветочки и деревья. Раньше остановка была прямо здесь. Удобно было сесть на маршрутку и поехать. А сейчас надо стоять и ждать. Где-то в совхозе Родина сделали конечную. Так-то маршрутка доезжает до аэропорта. Хорошо, что везде асфальт, нету грязи. У нас 9 января, четверг. Сейчас 3 часа дня. Обычно я так поздно не выхожу. Ну, посмотрим. Или до вечера поснимаю город, или пораньше приеду домой. Тетя хотела со мной поехать, но у них там с мамой субботник великий, уже несколько дней. Они участок убирают. Я говорила, оставьте в покое, весной кого-нибудь наймем, 2 парней нанять, заплатить, они все уйдут. Нет, они так, как мы, не сделаем. Одна больная вся, вторая больная вся. Ну, каждое утро в течение 2-3 часов что-то режут, убирают, листочки убирают. Тут обычно таксисты стоят. Я, по-моему, слишком тепло оделась, но вечером будет прохладно все равно. Вот наш 111 маршрут. Едет прямо до аэропорта. Так, подождем. А они, по-моему, сворачивают. И прям хорошо можно перейти дорогу. Вот здесь у нас прям раньше была остановка. Не знаю, слышно меня или не слышно. Вот справа РТС. Мне кажется, уже едет маршрутка. И все остановятся. Хоть бы впереди место было, буду снимать дальше.
снимать вам эту сторону. Обычно долго стояла, сегодня прям повезло. Говорят, что вот эту улицу будут сносить, не знаю в каком году. Пока дубайские дома достроят, потом, наверное, будут сносить Богдана Хмельницкого или Лермонтова. Что будет, кто его знает. Связь, наверное, плохая по дороге. В следующий раз сяду на другую сторону и снимаю. Наша маршрутка едет от аэропорта до самого автовокзала, практически через весь город Грозный. Я доеду, наверное, до центра, Беркут проеду, и где-то, где цветочный парк, где церковь, может, там выйду, где Гранд-парк. Я точно не решила по дороге, если не передумаю, посмотрим. После Беркута куда дальше идете? До автовокзала. Вокзал какой? Западный? Вообще, мне нужно в район Мола доехать. Туристов много. Девочки, я вообще хочу просто снимать город, не занимая память, делать трансляцию. Но как настраивать, я не знаю. Может получится, может нет. Ну, чуть-чуть и видео сделаю в центре. Никогда не была внутри мечети и никогда не была в церкви. Недавно было у христиан Рождество. Поздравляла своих подписчиков. Несколько человек даже поблагодарили. Я считаю, что это просто уважение. Поздравлять людей с их праздниками. Разговариваю, скажет, сама с собой говорит. Тихо в маршрутке. Обычно тут бывает шумно. Пока никто ничего не пишет, но лайк уже поставили. Спасибо. Просто листок. Две хапа, Сейчас пересекаем улицу Маяковского. Вот налево, если повернуть, там микрорайон. А мы поедем по Первомайской. Улица Шейха Али Митаева. Сейчас название районов и улиц все поменяли.
Ой, неужели авария? Ой, взорвали, выехали. Вроде все живы-здоровы. Много новостроек. Уже новые дома стоят. Фатим, ва алейкум салам. Хамди Мокшлибаха. Все хорошо, алхамдулилlah. Сегодня такая солнечная погода. Захотелось выйти и поснимать, что получится, не знаю. Шугадуйгума Фатим. Что в Ингушетии? Давно я там не была. У меня в Назране друзья живут. И подружка Сачелуков. Слева магазин Халяль, проезжаем. Вроде бы круглосуточно. Тем, кто рядом живет, вам удобно. У нас похоже на весну, алхамдулилlah. Я так не люблю холодные зимы, Фатим. Аллах услышал мои молитвы. Представьте, новостройка и там же мечеть. Красота. В этой пятиэтажке тоже у меня подружка живет. Малик, привет тебе. Салам Аша. Бывшая заведующая регистратурой. Это новостройка. А это вообще старый дом. Очень мало осталось старых домов. Это все еще улица Первомайская. Раньше здесь было очень много скамеек и красивые кованые ограждения. Но их почему-то убрали. У многих сегодня первый рабочий день. Не очень радостная весть, конечно. Но держитесь, ребята. Морально я с вами. Это первая горбольница, скоропомощная. Объединили ее когда-то с 9-й больницей.
вверх или вот эти? Нет, нет. Сбербанк, как вы видите. Дальше пенсионный фонд, война. Мы сворачиваем, будем ехать через Берка. Сорок первая школа. هذيك حاجة ما تزعلش من علامة الجمال. 여기서 그냥 자유 없이 이제 다양한 요구 약속을 해야 돼. 그래서 이제 녹래는 얘기는 25초是啥用哎呀早上就要那个就谁了呀他就在Это спорткомплекс. Минут kiedy chodzi. Олимпийск. Это наш знаменитый Колизей. Хотим что-нибудь видно или нет? Напиши. Сзади девочкам очень весело. Может, подписчицы не знаю. Быстро тут строят здания новые, это ужас.
Здесь будем стоять 3-4 минуты. Потом поедем дальше. Народу очень много. Первый рабочий день. هذا ايش ترجم داخل ترشيحها مالك Алешка, привет. Да вроде мало, Галашка. Это я только второй раз подключилась.
Погодка просто отличная. Здесь, я помню, раньше был магазин Зенден, обувь, а сейчас убрали. وقت تحيل لنا Bana Allah aşkına. Я снимаю, я очень хотела. Красиво украсили. Здание театра было. Kaç böyle bak. Bir tane almış.
알았어, 다 먹어. 알았어. Веселые девчушки выходят. Люди очень любят эту улицу Исимбаева, эти зонтики. Я никогда здесь не прогуливалась. Шумно очень, наверное. Здесь раньше был старый рынок. Сейчас новостройки находятся. Ограничение 60. 300 метров. Улица Чернышевская. Раньше, после войны, на первом этаже вот здесь был кожрен-диспансер. Вот где прямо кондитерская напротив. А до войны там была косметология, говорят. Тут же старые пятиэтажки, тут же новостройки. Надеюсь, что что-нибудь будет видно. Если нет, придется удалить эфир. Не жалко будет. Thank you.